Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Капер Бай. Меня зовут Сергей, и это превью на матч и небольшой прогноз на матч РППЛ между двумя московскими клубами Спартаком и ЦСКА. А еще аналитика, статистика и прочая футбольная болтовня. Я дождался наконец-то фееричной игры от Челси. Надеюсь, сейчас парни окрыленные и продолжат рвать и метать и не будут сливать всяким там Арсеналом со счетом 0-3. Если кто не в курсе, я говорил про то, что МЮ для Челси очень удобный соперник. Прежде чем я приступлю к обсуждению Спартака и ЦСКА, хочу выразить вам просто огромное спасибо. Спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите лайки, спасибо, что комментируете. Особенно просто вдохновляют те комментарии, где говорят там удались, ты говно, ставки у тебя отстой, блять, ты вообще дерьмище. Да вроде я как бы и не вставлял себя там каким-то особенным экспертом. Иногда про такого рода матчи хочется говорить не совсем очевидные вещи. Но по моему мнению, Спартак сейчас находится в более играбельном состоянии. Есть ли вообще такое слово играбельно? Если взять за скобки матч Спартака против Зенита, где было полно судейских ошибок, оборона Спартака выглядит просто восхитительно. И нет, я не преувеличил. За 11 матчей РФПЛ Спартак пропустил всего лишь 7 мячей. 4, конечно, влетело от Зенита, но при этом 3 из 4 последних матчей Спартак сыграл на 0. Что это такое за движение? ЦСКА же в свою очередь пропустил 6 мячей за те же 11 игр, но пока находится на 3-й строчке. Раньше у меня в голове был такой стереотип, как дырявая спартаковская оборона. И неважно, кто был у руля, кого покупали в оборону, Спартак стабильно пропускал. Но по всей видимости с приходом Массимо Карреры ситуация начинает меняться. А ЦСКА? А вы видели, что Майкон из Локомотива сделал с обороной ЦСКА? Она там вообще была? Есть у меня такое предположение, что ни одна из двух команд, ни Спартак, ни ЦСКА в этом матче на рожон лезть не будут. Хотя Спартак на правах хозяев может поддавать газку. И очень важный вопрос. А даст ли Леонид Слуцкий предпочтение больше Лиги Чемпионов и даст некоторым игрокам основы немножко отдохнуть? Или наоборот, сделает акцент на внутренний чемпионат и на матч со Спартаком? Конечно, Лига Чемпионов приносит для бюджета клуба немаленький такой доход. И особенно это касается тех матчей, в которых команда набирает баллы. Скорее всего, это мы узнаем в преддверии матча, когда лодка коэффициентов будет раскачиваться, как только будет опубликована заявка составов на игру. Если бы кто-то спрашивал мое мнение, то я бы сделал ставку на Лигу Чемпионов и в матче со Спартаком дал поиграть бы молодежи. Также немаловажным фактором для Спартака является вопрос, играет ли Промес и в каком игровом состоянии он будет после травмы. Также была информация, что Денис Глушаков появится в стартовом составе в этом матче. У ЦСКА проблемы посерьезнее. Под вопросом Алан Загоев, также не сыграет Еременко и Надхо. Что ни говори, а Спартак очень лихо начал чемпионат. И это я про матчи с участием итальянца. Вы только взгляните, да, был какой-то высер в Кубке России, на который все привычно уже начинают забивать в болт. Осечка с Уфой, о великий Витя Гончаренко и, конечно, безбашенный проигрыш Зенита. А так, в принципе, все выглядит неплохо. И красно-белое при сохранении баланса игры и отсутствии травм у основных игроков могут в этом сезоне вполне претендовать на медали. И у меня уже закрадываются сомнения, сможет ли Леонид Слуцкий и его ЦСКА в этом сезоне зацепиться за Лигу Чемпионов. Ведь вы не забывайте, что есть еще Зенит с Мирчо Луческу, который камня на камне не оставляет от своих соперников. Я делаю правильные формулировки, понимаю тенденции и закономерность, но делаю из этого всего неправильные выводы. А еще мне просто блядски не везет. Что касается статистики, то тотал голов с участием ЦСКА и Спартака редко превышал 4 мяча. Последний раз гиперрезультативно команды сыграли в мае 2011, и это был Кубок России. Что же касается последних матчей, то 4 мяча было забито опять же в мае только 2015 года, когда ЦСКА забил 4 безответственных мяча Спартаку. Честно говоря, сейчас слабо верится, что Спартак много пропустит и в этом же матче не отыграется, как, например,
с Зенитом. Я терпеть не могу тотал меньше. Сидеть, надеяться на какую-то нерезультативную игру, какие-то ошибки, ляпы в атаке. Но мои выводы будут следующие. Первый. Тотал матча меньше 3 с коэффициентом 1,6. Второй. Спартак не проиграет и тотал матча будет меньше 4,5 с коэффициентом 1,72. Третий. Фора Спартака с нулем и коэффициент 1,90. Если вам понравился мой превью, видео, прогноз, обязательно поставьте палец вверх. Если у вас накопилось какое-то огромное мнение, либо у вас есть что мне сказать, обязательно напишите мне в комментариях под этим видео. Я тоже отвечаю, комментирую и ставлю лайки. Также, если и дальше хотите следить за моими видео, подписывайтесь на канал Капербай. Взял, подписался, все очень просто. На этом все. Отличного вам просмотра матча Спартак-ЦСКА. Успешных вам ставок, удачных вам ставок. До встречи. Пока.